Обогатительная фабрика номер 8 вновь вышла на проектную мощность 1,5 миллиона тонн руды в год. Это результат модернизации производства Айхальского ГОКа. Одну из масштабных реконструкций проводят энергетики. Первый этап ремонта оборудования позволит сэкономить до 20% электроэнергии. Предстоит замена всех трансформаторных подстанций, рассказывает главный энергетик Павел Малыгин. По словам продолжателя династии промышленников, от их работы напрямую зависит объем добычи драгоценных камней. Отец у меня тоже работал в алмаз-автоматике. Профессия привлекает тем, что она всегда с каждым годом вносит какие-то новые новшества. Ты не стоишь на месте, ты постоянно развиваешься. От карьера до мощного горно-обогатительного комбината. За 55 лет айхальское предприятие стало ведущим в России. Сегодня здесь добывают треть всех алмазов Алроса. В 2015 году это чуть больше 12 миллионов карат. Бренд Алрос известен во всем мире, в том числе благодаря уникальным алмазам, которые находятся здесь, в Айхальском месторождении. Только в 2015 году на Айхальском месторождении было добыто более 40 таких уникальных кристаллов. Последняя рекордная находка – камень массой 122 карата. Был найден на трубке «Юбилейная». Комбинат – лидер и по количеству специалистов. В коллективе около 4000 человек. Главная задача – это работать, трудиться и производить продукцию, которая способна конкурировать любой продукцией в мировом рынке. Сегодня Айхальский ГОК – это 2 алмазоносных карьера, подземный рудник и 2 обогатительные фабрики. В 2016 году в крупнейшем подразделении Алроса начнут разработку новой трубки «Заря». Также в планах промышленников техническое перевооружение. На эти цели алмазный гигант потратит чуть больше 2 миллиардов рублей. Айна Винокурова, Денис Попов, Вести при поддержке ТРК «Алмазный край».